программа «Новости», в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Двухстороннее движение автотранспортных средств из Душанбе в Худжанд восстановлено. В настоящее время сотрудники филиала акционерного общества Innovative Road Solution Ltd в Республике Таджикистан занимаются ликвидацией последствий схода лавин. На автомагистрали Душанбе-Чанак после расчистки многочисленных снежных лавин движение автотранспортных средств восстановлено. Однако до сих пор на горных дорогах наблюдается лавиноопасная ситуация. В связи с этим просьба к водителям и пассажирам без надобности не выезжать и постоянно следовать рекомендациям соответствующих структур относительно нынешнего состояния горных дорог и погодных условий. Напомним, что за последние сутки на 48-73 километре Ворзовского района из-за схода лавин временно было остановлено движение всех видов автотранспортных средств по автомагистрали Душанбе-Чанак. На этом участке дороги, несмотря на обильные снегопады и сход снежных лавин, работники филиала акционерного общества Innovative Road Solutions Ltd в Республике Таджикистан мобилизовали снегоуборочную технику и сделали все возможное, чтобы восстановить движение в обе стороны. Благодаря своевременным мерам сотрудники филиала компании в кратчайшие сроки обеспечили движение автотранспортных средств по маршруту Душанбе-Чанак. Только за последние 2 дня работники компании в Ворзовском районе с использованием необходимой техники и механизмов ликвидировали 25 малых и больших лавин и обработали дорогу противоскользящими реагентами. Отметим, что огромная лавина сошла на 65-м километре дороги высотой 10 метров и шириной более 600 метров. Только для расчистки этой лавины было задействовано 6 мощной техники, которые с обеих сторон в течение 5 часов беспрерывно вели работу. Даже в ночное время работа по расчистке дороги не прекращалась. Сотрудники филиала компании в Деравшанской долине раздали продукты питания водителям и пассажирам, находящимся в этом регионе. Более 210 снегоуборочных машин и механизмов компании находятся в рабочем состоянии. Большая часть из них в Ворзовском районе использовалась для расчистки дорог от снежных заносов и лавин. Карим Хайдар, Дишоди Хушмах, новости. По прогнозам Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды, при правительстве Республики Таджикистан 19 января в стране сохранится неустойчивая погода. В долинах пройдут дожди, а в горных районах осадки, дождь, снег, местами сильные. С 18 по 23 января в отдельных районах ожидается туман. С 19 по 20 января на дорогах Душанбе-Чанак, Душанбе-Лахш, Душанбе-Рашт, Душанбе-Сангвор, Шамсидин-Шохин-Дарваз, Ванч-Хорох, Хорох и Шкашим-Мургаб ожидается гололедица. Местами лавиноопасно. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан просит граждан в эти дни ограничить свое передвижение без острой необходимости по горным дорогам, а также строго соблюдать правила противопожарной безопасности при использовании электронагревателей. В рамках международной выставки «Экспо-2020», которая проходит в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 9 января началась туристическая неделя Таджикистана. Она продлится до 22 января. А 16 января в Дубае состоялся туристический форум под названием «Экотуризм в Таджикистане». Подробности в следующем сюжете. 16 января в Дубае состоялся туристический форум под названием «Экотуризм в Таджикистане». Мероприятие организовано Комитетом по развитию туризма Республики Таджикистан совместно с Торгово-промышленной палатой и посольством Таджикистана в Объединенных Арабских Эмиратах. На мероприятии работники Комитета по развитию туризма и представители отечественных туристических компаний представили участникам мероприятия в виде презентаций и видеороликов туристический потенциал Республики Таджикистан. Гости посетили
посетив павильон Республики Таджикистан на Экспо-2020, ознакомились с туристическими возможностями, источниками чистых и целебных вод, редкими животными, историей и культурой, экспортным потенциалом, образцами промышленной и сельскохозяйственной продукции, инвестиционными возможностями и достижениями Таджикистана в период независимости. Я очень рад, что открыл для себя Таджикистан, посетив этот павильон. Очень интересная страна с богатой историей и культурой. Также у страны имеется большой потенциал с точки зрения экологического туризма. И я думаю, что такие интересные и красивые места нужно показывать, чтобы привлекать туристов. На международной выставке Экспо-2020 уголок Таджикистана является одним из интересных и привлекает наибольшее количество посетителей. Здесь хорошо отражены разные сферы экономики и культуры. Нам очень понравились вкусные, натуральные, экологически чистые продукты. Я восхищен сам и позову своих знакомых и друзей посетить этот сказочный павильон. Я приятно удивлен уголком Таджикистана. Больше всего меня заинтересовала сельскохозяйственная продукция. В частности, свежие фрукты, сухофрукты, мед и другие продукты, которые имеют приятный натуральный вкус и аромат. Это свидетельствует о высоком уровне и прогрессе этой сферы. В целом мы впечатлены, и наши знания о Таджикистане сегодня стали гораздо богаче. Отечественные туристические компании также провели переговоры со своими коллегами по налаживанию тесного взаимодействия. Отметим, что с начала открытия выставки Экспо-2020 в Дубае павильон Республики Таджикистан до сегодняшнего дня посетили более 350 тысяч гостей из разных стран мира. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт, новости. Таджикские школьники стали победителями международной олимпиады «Коперникус», которая проходила в США. Олимпиада проходила с 8 по 16 января в Хьюстонском музее науки и технологий. Соревновались более 2000 человек из 50 стран по естественным наукам, физике и астрономии. Впервые таджикские школьники приняли участие в международной олимпиаде «Коперникус», которая прошла в американском Хьюстоне. Наши школьники соревновались наряду с учащимися из 50 стран мира. Всех победителей и участников олимпиады в международном аэропорту Душанбе встретили и поздравили представители исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, Министерства образования и науки Республики Таджикистан, исполнительных органов государственной власти города Душанбе и Сагдийской области, руководители отделов образования и директора учебных заведений. На Олимпиаде по биологии нашу страну представили 9 учеников Международной президентской школы города Душанбе, которые заняли почетные места. Я Миралибекова Тамирис, учусь в Международной президентской школе в городе Душанбе. Я в 5 классе. Я получила 2 место по Олимпиаде по биологии, Олимпиада Коперника. Мне очень понравился наш тур в Америке. Я хочу поблагодарить свою учительницу, своих учителей и директора за то, что они меня подготовили. Также 6 учащихся лицея для одаренных детей Худжанда приняли участие в Олимпиаде и завоевали 1 серебряную, 5 бронзовых медалей и командный кубок по физике. Таджикские школьники, показав на международной Олимпиаде высокий уровень знаний и подготовки, еще раз доказали, что в Таджикистане можно получить образование, соответствующее мировым стандартам. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт, новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.